Паводковая обстановка на Лене и других реках Якутии, уровни воды и прогнозы. Канализационные воды в центре Якутска, проверка комиссии по обращениям граждан. Детскому саду Алданского района исполнилось 90 лет. Какое будущее у дошкольного учреждения? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в поселке Сангар. Из-за затора, возникшего накануне, уровни воды стремительно повысились. На 12 часов при критической отметке в 1150 сантиметров зафиксировано 1134. В селе Кальвица уровни воды достигли отметки 290 сантиметров, при критическом значении 786. Сейчас на данный момент река стоит. Вылетают сегодня спасатели. Думаем, что они разведают, какая обстановка у нас ниже по течению. И если что, они, я думаю, будут с взрывчаткой. Думаю, что ликвидируют. Надеемся на это. Ну и вот эта обстановка, да, она угрожает нашему селу Кальвица и селу Аргат, потому что чем выше вода в реке Лена, а вот обратное течение подпирает реки Бергетю-Генея и Лунху. У них тоже поднимается уровень воды, если у нас здесь затор где-то есть. На данный момент нижняя кромка реки Лена находится у населенного пункта Харьялах Намского района. Это от 180 километров от поселка Сангар. Верхняя кромка населенного пункта Табага. Организовано круглосуточное дежурство, а также организованы пункты временного размещения. Сегодня силами спасателей МЧС должны произвести взрывные работы ниже по течению реки Лена. На территории Намского улуса ледоход проходит спокойно, подтопленных объектов нет. Уровни воды ниже критических уровней, то есть отметок. Поэтому сейчас в данное время в режиме повышенной готовности все равно работаем. Каждые 4 часа дежурные на слегов нам дают сводки. За 4 часа уровень воды поднялось где-то 4-5 сантиметров. Поэтому считаем, что в дальнейшем будем ждать вторую волну. Там будет известно, какая ситуация будет. Повышение уровней воды на территории Алданского и Усть-Майского районов наблюдается из-за дождей в верховьях реки Алдан. В ближайшие сутки подъем уровней продолжится. У города Томмот рост прогнозируется до отметки 840 сантиметров с выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков. Отмечу, что критический уровень составляет 820 сантиметров. На всем протяжении реки Алдан наблюдается повышение уровней воды и редкий ледоход. В устьевом участке у гидропоста Батамай суточный рост уровня воды составил 2 метра. Продолжается густой ледоход и выход волны с реки Алдан на Лену. А в селах Чириктей, Дыгдал, Кылай на реке Алдан отметки ниже критических значений. На реке Лена в населенном пункте Арытит зафиксировано 725 сантиметров при критической отметке 994. В селах Огоротах, Ханагор отметка также ниже реки. В населенных пунктах подтопленных объектов нет. Из села Барагонца выехали рабочие группы. На реке Лена в населенных пунктах Огоротах, Ханагор, Арытит наблюдается редкий ледоход. Уровень воды в населенном пункте Арытит составляет 725 сантиметров при критической отметке 994 сантиметров. На реке Алдан в населенных пунктах Чириктей, Дыгдал, Кылай наблюдается также редкий ледоход. Уровень воды ниже реки гидропоста. Суточный подъем уровней воды продолжается и в центральных районах. Отмечается ледоход различной интенсивности. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода находится выше гидропоста Хатырык-Хомок Обязского района. На 3 суток раньше нормы ожидается ледоход. На реках Яна, Индигирка и их притоках начался интенсивный рост уровней воды от 10 до 40 сантиметров в сутки. В верховьях реки Сартанка на реке Индигирка у гидропоста Индигирка
Кандигирске начались подвижки льда. На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается выше города Среднеколымска. В начале этой недели на 3-4 суток раньше нормы ожидается ледоход. Ремонт дорожного полотна начали в столице региона. Более 1 миллиарда рублей выделено на эти работы. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Якутске будет отремонтировано 25 километров дорог. Первые в списке те участки, на которые жалуются горожане. Также управление дорог Якутска напоминает, что вводится новая система контроля. Комиссия на этой неделе начнет проверку качества выполненных работ в прошлом году. При выявлении нарушений подрядчику придется устранить эти замечания. Весь список у нас имеется на сайте, и при этом основной упор сделан на те улицы, которые у нас население поднимает. Это улица Жарницкого, которая является лидером убитых дорог города Якутска. Улица Чайковского, в прошлом году начали, в этом году завершаем. Улица Петра Алексеева от улицы Пирогова до Семена Данилова. Это Хатымюрахское шоссе. Второй вопрос, который чаще всего поднимает, это ремонт объездного шоссе. По объездному шоссе скажу то, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации. В следующем году данный участок дороги будет отремонтирован от кольцевой развязки на улице Жарницкого до Вилюйского тракта. Также будут отремонтированы улицы, которые примыкают к 203 и 202 кварталу. Это улица Сорона Малана и улица Ларионова. Дома Якутска тонут в канализационных водах. Сегодня жилнадзор Якутии провел проверку по обращениям граждан. В самом центре города, в доме по адресу Лермонтова 168/1 ежегодно прорывают трубу, из-за чего затапливают первый этаж и улицу. В домах у жильцов выступает грязная вода, запах невыносимый. На стенах плесень, круглый год холодно. Как уверяет управляющая компания «Теплоэнергия», все работы они проводят регулярно и вовремя, но жильцы говорят обратное. Вот насос, я сделала заявку на прошлой неделе, что у нас между подъездами, между дверями вода. Типа снег уже растаял, все, ставьте насос. Они его сегодня только поставили, потому что вы приехали. А так они сказали, что насоса нет. Как у такой управляющей компании огромный, может один насос быть, если у нас деревянный фонд тут вообще уже огромный прям. И это не единственный дом в столице региона с подобной проблемой. Некоторые управляющие компании собирают деньги, но добросовестно свои обязанности не выполняют. Подробности в вечерних выпусках новостей на нашем телеканале. В республике недостаточно паллиативной помощи, оказываемой детям. Наиболевшие вопросы в этой сфере обсуждают на семинаре по детской паллиативной помощи. Поддержкой жизни неизлечимо больных пациентов с 2017 года занимаются в детском паллиативном отделении при городском доме ребенка. Отделение рассчитано на 10 коек. Ориентируясь на международный и российский опыт, планируется развитие паллиативной помощи как детям, так и взрослым и создание выездных бригад. Для осуществления этих целей покупку необходимого оборудования и лекарств на этот год выделен 21 миллион рублей из местного и федерального бюджетов. На сегодняшнем семинаре мы будем обсуждать такие серьезные темы, как организация респираторной помощи детям, нуждающимся в аппаратах. Кроме того, будут обсуждены такие темы, как гастростома, трахеостомические трубки, установки, плюс организация выездной службы, патронаж на дому. Мы пригласили всех врачей-педиатров, которые непосредственно работают с такими детьми практически на сегодняшний день. И это будет для них достаточно хороший опыт для использования его в каждодневной практической работе. И в завершении выпуска детский сад «Чебурашка» поселка Ленинский – один из старейших в Алданском районе. Ему исполнилось 90 лет. Первыми его воспитанниками стали дети шахтеров, трудившихся на прииске. Сегодня садик является экспериментальной инновационной площадкой и садом-огородом. Подробности у Татьяны Вахниной.
С чего начинается поиск ответа на интересующий вопрос, воспитанники детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский знают. Постановка проблемы, серия экспериментов, сравнительный анализ и вывод. Такого алгоритма действий дети придерживаются в научно-исследовательской деятельности. Самая настоящая химико-биологическая лаборатория с микроскопами, реактивами и инструментарием в садике образовалась 4 года назад. Детки научатся исследовать, познавать мир и видят, да, как эти все опыты проводятся и на чем основан мир. Да. Проект педагоги разработали для участия в районном конкурсе. По его итогам в стенах Чебурашки и открылась научно-исследовательская лаборатория, а сам садик стал районной инновационной площадкой. Найти ответы на десятки самых разных вопросов дошколята теперь могут самостоятельно. Поисково-творческий процесс увлекает как малышей, так и их наставников. Мы защищали проект «Экологически волшебное превращение листа». Мы его и рассматривали в микроскопы, и взвешивали, какой лист тяжелее, сухой или зеленый. Детский сад «Чебурашка» – один из старейших в районе. В 2019-м он отмечает 90 лет. Первыми его воспитанниками стали дети шахтеров. Первоначально поселок был прииском. Если в 1929-м открытие садика было продиктовано необходимостью, то сегодня «Чебурашку» посещают даже жители города. Достижений и успехов у детей и взрослых немало. Впрочем, один повод для гордости наставников все же главный. Мы, конечно, гордимся нашими детьми, потому что это самое главное, наши цветочки. Главное для педагогов – развитие воспитанников, а бесталанных детей, как известно, не бывает. Эта истина подтверждается ежегодно воспитанниками каждой группы. Какие они были, даже средняя группа, они были маленькие, да, сейчас уже, как бы там они меньше пели, сейчас уже к концу учебного года они уже как бы раскрепостились все, как бы уже стихи. Вместе с садиком 90-летие в этом году отметит школа. Чебурашка и обитель знаний – ровесники поселка, а Ленинские отпразднуют день рождения в августе. К юбилею улицы и скверы украсят пышные клумбы. Сад-огород у дошколят знатный, но в знаковый год вместо традиционных овощей и зелени маленькие ленинцы решили вырастить тысячи цветов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. Таковы новости к этому часу. Не переключайтесь.